Добрый день. В эфире национального телеканала «Ингушетия. Новости» и коротко о главных событиях. Четкие атаки Магушкова и коронный подхват Халмурзаева. Ингушские дзюдоисты стали призерами чемпионата Европы. В Госдуме готовится к первому чтению проекта закона об изменении пенсионного возраста. Считанные дни до старта. Бойцы готовятся к битве в горах. Хусейн Халмурзаев и Муса Магушков стали бронзовыми призерами командного чемпионата Европы. Прошел он в Екатеринбурге. В двух турах российская сборная не уступила ни одного очка, одолев спортсменов из Чехии и Украины со счетом 4-0. В малом финале россияне досрочно победили сборную Азербайджана с таким же счетом 4-0. Две четкие атаки Мусы Магушкова обеспечили российской сборной второй балл. Шикарные корпусные броски Алены Прокопенко пополнили счет еще одним, третьим победным очком. А коронный подхват Хусейна Халмурзаева сделал счет окончательно выигрышным. Правительство страны предлагает начать поэтапный процесс повышения пенсионного возраста с будущего года. Переход будет постепенный. Это достаточно долгий процесс. У мужчин до 2028 года, у женщин до 34-го. Главная задача – улучшить уровень жизни людей старшего поколения. Но уже сейчас многие из них вместо заслуженного отдыха выбирают работу. Когда энергия через край и хочется еще больше сделать в своей профессии, возраст совсем не повод останавливаться. Репортаж Амины Буковой. В свои 70 лет Ханифала Лалхоева по-прежнему приковывает внимание школьников к своему предмету. А как иначе уроки заслуженного учителя не только Ингушетии, но и страны по-другому проходить не могут. Свою жизнь с преподаванием она связала в 1966 году. На сегодняшний день ее трудовой стаж составляет 51 год. Но уходить на заслуженный отдых Ханифа не торопится. Вопрос не только финансовый. Разница между зарплатой и пенсией минимальная. А вот любовь к детям и желание учить перевешивает чашу весов. За время работы опытный педагог выпустила во взрослую жизнь около 500 учащихся. Многие из них достигли больших успехов. И для нее это самый главный стимул продолжать преподавательскую деятельность. Мне хотелось вот этим детям, чтобы я дала первые азы. Чтобы именно от меня они узнали новую цифру, новую букву, новое об этом свете. Все новое с моих уст. Зрелый возраст имеет свои преимущества. Опыт, знания, любовь к делу. Среди работников чуть старше 50 немало тех, кто может многому научить молодых коллег, считают педагоги. Справедливо, пожалуй, для многих сфер. Взять, к примеру, медицину. За профессионализмом каждого врача всегда стоит опытный наставник. Возраст 60 и даже за 70 для медика не предел. А по действующему пенсионному законодательству старость наступает для женщин в 55 лет, для мужчин в 60. Не менялось оно больше полувека. Тогда в Советском Союзе на одного пенсионера приходилось 4 работающих гражданина. Сегодня соотношение почти 1 к 1. На 10 пенсионеров всего 12 работников, которые отчисляют взносы в пенсионный фонд. Демографический провал в 90-х только усугубил ситуацию. Сейчас рабочих рук в стране не хватает. Есть угроза, что платить эту пенсию будет просто нечем. У нас увеличивается доля пожилого населения и сокращается доля трудоспособных. Где-то к 2024-2025 году, если ничего не менять, у нас на одного пенсионера будет приходиться 1 плательщик пенсионных взносов. Предложения по теме повышения пенсий в правительстве изначально рассматривались разные. Был вариант повысить налоги, но они и сейчас немалые. Или потратить на пенсии госрезервы. Только вот ежегодные расходы пенсионного фонда вдвое больше, чем весь объем средств Фонда национального благосостояния. В итоге правительство предложило постепенное повышение пенсионного возраста до уровня 63 года для женщин и 65 лет для мужчин. Таким образом, если сейчас среднюю пенсию для неработающих индексируют лишь на уровень инфляции, уже с 2019 года Кабмин обещает прибавку к пенсии 12 тысяч в год или 1000 в месяц. С нынешних 14 тысяч через 2 года средняя пенсия вырастет до 16 тысяч, а в 2024 году до 20.
Повышение будет плавным, предусматривается длительный переходный период с 2019 по 2028 год для мужчин и с 2019 по 2034 год для женщин. Таким образом, переходный период составит 10 лет для мужчин и 16 лет для женщин. Повышение пенсионного возраста на первом этапе затронет мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения. Они смогут выйти на пенсию в 2020 году в возрасте соответственно 61 и 56 лет соответственно. Больше работающих россиян, больше поступлений в пенсионный фонд. Соответственно, более высокая пенсия. Основная суть нововведений. Хотя и изменениями это назвать сложно. Сегодня трудно найти коллектив, где нет работников под 60 и старше. По статистике, продолжают трудиться 40% мужчин в возрасте от 60 до 64 лет и 55% женщин в возрасте от 55 до 59 лет. Это по стране в целом. В Ингушетии из более чем 100 тысяч пенсионеров, почти 20 тысяч человек продолжают трудовую деятельность. Вот и Хаву Аушеву даже язык не повернется назвать пенсионеркой. Член Общественной палаты РИИ, член Союза журналистов России рассказывает, многолетний опыт работы только помогает ей. Сидеть дома для меня это вот неприемлемо. Я хочу какую-то пользу принести своему народу, своей республике. Общественная палата проводит огромную работу с населением, с властью нашей. Мы же ведь, общественная палата – это как раз-таки то, что стоит между властью и народом. Вообще, в принципе, вот этот ценз возрастной, он правильный. Потому что человек 60 лет, мужчина, но он еще не такой уж старый человек, потому что продолжительность жизни у нас сейчас уже больше, чем когда-либо было. Раньше 60 лет это была пожилая женщина, а мне сейчас 69 лет, я себя не чувствую пожилой, так что работать могу еще. Тем временем продолжается предварительное обсуждение законопроекта. Слушания назначены на 19 июля. Перед первым чтением в Госдуме документ оценивают в субъектах Федерации. Положительную оценку инициативе правительства поставили уже более 60 региональных парламентов. Конечно, это только начало непростой дискуссии, ведь это будет первое обсуждение изменения пенсионного возраста за многие десятилетия. Если решение будет принято, то через 5 лет трудоспособное население в стране, по прогнозам Минэкономразвития, увеличится почти на 2 миллиона. Бюджетные средства, которые прежде шли на покрытие дефицита ПФР, будут освобождаться, а это еще один толчок для развития экономики. Мы должны предпринять все усилия, чтобы устранить любые ограничения при приеме на работу людей, уже достигших определенного возраста, чего люди уже действительно наши давно требуют. Поэтому я поручаю Роструду особенно внимательно следить за этими процессами. Если граждане хотят работать, они должны работать. Тем более, что доход от такой работы всегда выше пенсии. И нам необходимо обеспечить людям в нашей стране такую возможность. Продолжительность жизни в нашей стране с каждым годом повышается. В прошлом году она достигла более 70 лет. На Кавказе этот возраст значительно выше. Причем пожилые люди и сами не торопятся на заслуженный отдых. Если позволяет здоровье, людям нужно дать право. Если человек в состоянии и может, и хочет, почему не это? Считаю, вот это плюс большой. Однако повышение пенсионного возраста не коснется граждан, работающих на местах с опасными и вредными условиями труда. Тут важная ремарка. Их работодатель должен осуществлять уплату страховых взносов по соответствующим тарифам. Возраст не будет повышен и тем, кому пенсия назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста по социальным мотивам и состоянию здоровья, а также гражданам, пострадавшим в результате радиационных и техногенных катастроф. Для нынешних льготников, которые выходят на пенсию досрочно в связи с работой в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, кому возраст выхода на пенсию установлен 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин, предусматривается повышение возраста выхода на пенсию до 60 лет и 58 лет соответственно. Предлагаемый график выхода на заслуженный отдых в зависимости от года рождения опубликован на сайте ПФР. Здесь же подробно описано, кого из льготников перемены не коснутся. А посчитать размер будущей пенсии можно, кликнув на вкладку «Пенсионный калькулятор». Амина Бокова, Хамзат Халухаев, Рамзан Миржоев. Новости 24.
Более 800 юноармейцев из 85 регионов России принимают участие в конкурсе «Дорога победителей». Конкурсная программа представлена 6 дисциплинами. Один из этапов игры проходит в партизанской деревне в виде интерактивных тестовых заданий. Участниками военно-спортивной игры «Победа» стали юноармейцы, кадеты, представители военно-патриотических клубов и молодежной организации. В этом году в муниципальных этапах игры приняло участие более 130 тысяч человек, а в региональном около 15 тысяч. Заключительный этап всероссийской игры пройдет на территории подмосковного парка «Патриот» с 18 по 21 июля. Величественные горы, громкие овации, захватывающие поединки. А главное спортивное событие лета – битва в горах уже скоро. В Жайратском районе проходит этап технической подготовки турнира. Морально и физически готовятся и файтеры. О некоторых из них в материале Ирины Сычевой. Бурлящие водопады, чистый горный воздух и потрясающий вид. Тяжеловес Аднам Богатырев признается, в такой красоте тренироваться одно удовольствие. Свою профессиональную карьеру он начал совсем недавно, но за короткий период времени уже успел добиться хороших результатов. Набраться уверенности в рейдже ему помог опыт в различных любительских выступлениях. В ММА пришел чисто случайно, на самом деле. С братом поспорили, кто выполнит норматив мастера спорта раньше. И так получилось, что я в боевом самбо достиг определенных результатов. И оттуда уже потихоньку попал в профессиональную команду по ММА и начал развиваться. И решил стать бойцом ММА. Я думаю, я нормально себя проявлю. Готов на все 100%. Посмотрим, все отлично. К одной из самых ярких побед Адама Богатырева можно отнести поединок против Аделя Зарипова. На битве в Назрани наш боец продемонстрировал прекрасную ударную технику. И через 20 секунд после тяжелого нокдауна в исполнении Адама рефери останавливает бой. На турнире «Битва в горах» также выступит полюбившийся ингушской публике боец Заур Гаджибабаев, известный по бою против Николая Савилова. В предстоящей битве Заур готовится вместе с Адамом. Уже на протяжении нескольких лет бойцы тренировки проводят вместе. И за это время успели стать хорошими друзьями. Подготовка проходит очень хорошо. Мы уже неделю тут, в горах. Очень хорошие тренировки. Мы знаем, что турнир проходит в горах, поэтому приехали заранее, чтобы тут подготовиться. Конечно, тут воздух совсем другой, потяжелее, чем на равнине. Поэтому приехали сюда. Крайне последний бой был трудным, я проиграл. Поэтому хочу себя показать, что я еще в деле и пойду, иншаллах, до конца. За несколько недель до начала турнира по смешанным единоборствам бойцы начинают процесс высогонки. Но тяжеловесам не приходится акцентировать на это внимание. Именно поэтому Адам и Заур находятся в завершающей стадии и готовы показать зрелище в рейдже. На битве выступят и молодые спортсмены, которые на профессиональном ММА набили уже приличный рекорд и намерены увеличить его в предстоящем поединке. Битва в горах состоится 21 июля. Впервые на этом турнире мы увидим 2 титульных поединка. А также вас ожидают не менее зрелищные поединки с участием бойцов из России, дальнего и ближнего зарубежья. Ирина Сычева, Исмаил Гитагажев. Новости 24. Кабинет министров одобрил проект о сокращении срока выдачи сертификата на материнский капитал. Законопроектом предлагается сократить сроки принятия решения о выдаче сертификата с 1 месяца до 15 дней с даты приема соответствующего заявления. Также предлагается сократить сроки проверки достоверности предоставляемых гражданами сведений, необходимых для принятия решений о дополнительных мерах государственной поддержки семей с детьми, с 14 до 5 дней. Принятие и реализация закона позволит повысить качество предоставления государственной услуги по выдаче сертификата на материнский капитал. Госдума приняла законопроект об отмене национального роуминга. Планируется, что оплата телефонных соединений между абонентами в пределах территории России будет осуществляться по единому тарифу услуг соответствующего оператора, независимо от местонахождения в пределах территории страны как вызывающего, так и принимающего абонента. Также законопроект отменяет плату за входящие вызовы из другого региона. Исключение составит только вызовы из-за рубежа. Это была вся информация к этому часу. Все информационные выпуски, анонсы наших программ смотрите на наших официальных страницах в соцсетях. До встречи!